Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого сейчас наши режиссеры выведут на экраны. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А этот блок я бы хотела начать со следующих важнейших новостей из Афганистана. Наши корреспонденты подготовили сюжет, где расскажут о последней ситуации в Афганистане и о международной реакции на то, что там происходит. Я предлагаю вместе посмотреть, и далее мы представим нашего гостя и начнем нашу беседу. Ось так сьогодні виглядають вулиці Джалалабаду. Таліби відкривають вогонь по громадянам Афганістану, які мітингують в підтримку національного прапора. У світі ж продовжують осмислювати і реагувати на події в Афганістані. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовився з президентом США Джо Байденом вже наступного тижня провести в режимі онлайн віртуальну зустріч представників країн Великої Сімки. Під час зустрічі провідні політики світу планують обговорювати проблему гуманітарної допомоги Афганістану і розробити план підтримки для біженців. Ми будемо судити про цей режим, виходячи з вибору, який він робить, а не за його словами, його діями, його ставленням до тероризму, злочинності та наркотиків, а також гуманітарним доступом та правом дівчат отримувати освіту. Захист прав людини залишається найвищим пріоритетом. В той же час в Євросоюзі розглядають можливість співпраці з Талібаном. Ми повинні встановити зв'язок із владою в Кабулі, тому що вони там. Талібан виграв війну, тож нам доведеться говорити з ними, вести діалог, коли це стане необхідно, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Цей діалог повинен бути зосереджений також на тому, як запобігти поверненню іноземних терористів, що використовували Афганістан як платформу. Ми будемо говорити з новою владою такою, якою вона є. Натомість Велика Британія та Канада недвозначно заявили, вони не визнають Талібан законним урядом Афганістану. З приводу ситуації в Афганістані збиралась і Рада безпеки ООН. За підсумком зустрічі була прийнята колективна заява. Члени Ради безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні Талібан, ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни. З приходом Талібану до Кабула гостро постала проблема евакуації. Тисячі афганців та представників інших держав хочуть полишити Афганістан. Жахливі кадри з міжнародного аеропорту Кабула, де люди штурмують літаки, шокували увесь світ. Своїх громадян готова евакувати і Україна. Зокрема, до МЗС по допомогу звернулись понад 150 громадян. Однак повернути їх додому поки не вдається. Ми готові до евакуації. Зараз у нас є можливість, немає достатньо безпечних умов, щоб літак піднявся у повітря. У Кабульському аеропорту неможливо нічого прогнозувати. Літак повинен був вилетіти вчора, але довелося переносити постійно виліт. Але він обов'язково вилетить. Анастасія Шершень, АТР. С нами сейчас на прямой связи журналист, публицист, диссидент Александр Подробинник. Александр Пинхосович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, как в России смотрят на ситуацию в Афганистане?
Ну, в России, если говорить об обществе, то оно не слишком сильно озабочено тем, что происходит за ее границами, потому что Россия вообще достаточно провинциальная страна. Но если говорить о политически активной части, то в обществе политическая оппозиция относится с большим недоверием к тому, что сейчас происходит в Афганистане, с большой осторожностью, с плохо скрываемыми надеждами на то, что что-нибудь получится. Это очень, очень слабые надежды на то, что государство Афганистан останется правовым и хотя бы таким, ну, в такой мере демократическим, в котором оно было до сих пор. Все высказывают опасения насчет того, что права человека в Афганистане станут просто некоторой совершенно отдаленной мечтой. А власть в свою очередь, ведет абсолютно непоследовательную политику, и то, как она мечется сегодня и в последнее время, то осуждая Соединенные Штаты и НАТО за вмешательство в Афганистане, то подвергая критике за то, что они уходят оттуда, это выдает совершенно ясно отсутствие четкой стратегической политики в этом отношении у нашей власти. В России организация «Талибан» признана террористической, но при этом мы видим, как руководство России ведет переговоры с руководством «Талибана». Означает ли это, что в ближайшее время мы можем увидеть возможное признание со стороны России «Талибана» и вычеркивание ее из списка террористических организаций? Это очень возможный исход. Возможно, они даже не будут вычеркивать из списка террористических организаций, потому что, ну, судите сами, они же не должны были бы общаться с террористами. Это в России уголовные преступления, поддержка террористов, общение с террористами. Тем не менее, и министр Лавров, и другие чиновники встречаются с ними, обсуждают. Они не боятся закона и считают себя выше закона. Установить с ними отношения они вполне могут. Наша власть, нынешняя власть, находится в такой двойственной ситуации. С одной стороны, они хотят установить хорошие отношения со всеми, кто оппонирует свободному миру, кто оппонирует Западу, Соединенным Штатам. А с другой стороны, они понимают, что Талибан – это угроза для южных соседей России, для бывших советских республик, Таджикистана, Узбекистана, для всех мусульманских народов, всех мусульманских стран, потому что влияние Талибана может оказаться значительным на этих территориях. Они, конечно, этого опасаются. Поэтому, я думаю, они будут некоторое время в двойственном таком положении и будут выбирать оптимальную позицию для себя. То есть есть вероятность такого гибридного проникновения идей Талибана, в том числе и на мусульманское население России, на Кавказ и на Среднюю Азию. Правильно ли вас поняла? Вы понимаете, если рассматривать ситуацию в Афганистане в последние десятилетия, то мы увидим, что Талибан пришел к власти в 1996 году, после того, как были разрушены государственные институты в Афганистане, после долгой советской оккупации этой страны. И приход Талибана – это была реакция на насильственную оккупацию страны. И сегодня ситуация может также повториться. Талибан будет, пока они ведут себя довольно умеренно, да, по многим отзывам, но, мне кажется, почти неизбежным обострение ситуации и создание тоталитарного государства, может быть, даже такого же, какое было после 1996 года. И в этом случае, конечно, можно ожидать экспансию таких крайних террористических экстремистских взглядов на религиозной почве во всем
мусульманские общины. Но если мы говорим про Таджикистан, потому что в эти дни высказывалось огромное количество опасений насчет того, что талибы могут пойти дальше, могут пойти на Таджикистан, то Таджикистан — это ОДКБ. Не придется ли России ввязываться снова в войну? И не просчитал ли этот ход, возможно, лидер Америки, США, Джозеф Байден, когда уходил с Афганистана? Мне трудно сказать, что просчитал господин Байден и что не просчитал. Мы совершенно ясно видим, что они не вполне способны просчитывать даже ближайшие последствия. Об этом говорит такой спешный уход американских военных из Афганистана. Практически это бегство сродни тому, которое было в 1975 году из Южного Вьетнама. Я затрудняюсь сказать, просчитали они или нет, но то, что Россия будет пытаться сохранять свое влияние в Таджикистане и в Узбекистане, это абсолютно ясно, потому что претензии Путина и Кремля на восстановление геополитического господства в рамках бывшего Советского Союза, в границах бывшего Советского Союза, это одна из главных скреп Кремля, одна из главных его идей. Поэтому, конечно, они будут всячески сопротивляться проникновению Талибана в эти страны. Но все же вы считаете, что вывод американских войск с Афганистана — это провал США, это провал Джозефа Байдена? Я думаю, что это не просто провал США, я думаю, что это провал всего свободного мира, всего Запада, потому что в 21 веке недооценивать возможности глобализации последствий такого режима, как установил Талибан, какой устанавливала Аль-Каида, который устанавливало исламское государство, это значит вести себя абсолютно непрофессионально, не учитывать такие последствия, по-моему, просто невозможно. И если свободный западный мир пасует перед терроризмом, то это не просто станет трагедией для Афганистана, конечно, в первую очередь для Афганистана, но это очень даже отзовется и на всех остальных странах. Достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года. В Талибане заявляют, что они не будут прибегать к практикам 1996 года по 2001, и, очевидно, они хотят таким образом легитимизировать сегодня свою власть, договариваться с международными партнерами, с международным сообществом и так далее. Но, как вы думаете, стоит ли для начала этому верить, и надолго ли это? Я думаю, что вообще говоря, логика авторитарных режимов такова, что они должны либо ослаблять гайки и двигаться к демократии, либо зажимать гайки и закручивать их, и становиться все более откровенным тоталитарным режимом. Вот другого пути не дано. Сегодня они, может быть, чувствуют себя неуверенно, может быть, им нужна покладистость западного мира в отношении их прихода к власти, и они поэтому дают такие дорогостоящие обещания. Но, во-первых, это совершенно не означает, что они будут их выполнять. Это раз. А во-вторых, люди, которые дают эти обещания, могут уйти со временем в тень, а придут те люди, которые будут строить по-настоящему тоталитарное общество там, и это нетрудно, и это было, и они могут просто это захотеть повторить. Я думаю, что у них даже на самом деле и выхода особого нету. Вот по поводу демократизации, Талибан уже заявил, что они не будут делать из Афганистана демократическое государство, а основу управления страной составят законы шариата. Это официальное заявление Талибана, которое сегодня прошло в новостях. И все же интересно, на ваш взгляд, почему не было оказано никакого сопротивления со стороны местного населения, местной афганской армии, количество которой составляет 300 тысяч, а количество талибов 75. Вот почему все-таки, на ваш взгляд, не было этого сопротивления? Во-первых, на войне не всегда побеждает сила, а чаще побеждает ярость и пассионарность. И афганская армия, я полагаю, была очень сильно деморализована отказом от поддержки
войсками НАТО и американцами. Я думаю, их это деморализовало, и они практически сложили оружие. Но, с другой стороны, нельзя говорить, что нет никакого сопротивления, и сейчас возрождается что-то вроде Северного альянса, и сын Масуда, Ахмад-Шах Масуда, пытается вместе с бывшим вице-президентом пытается создать на севере страны сопротивление нынешнему режиму. Гражданская война, в общем, еще не закончена, и неизвестно, что еще дальше получится. И все-таки я думаю, что в Афганистане есть здоровые силы, ориентированные на демократию, или, по крайней мере, не признающие диктатуры, религиозные диктатуры. И я думаю, что они будут сопротивляться. В общем, определенные прогнозы делать рано. Может быть, ситуация может развиваться по-разному. Будем следить за событиями. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Александр Подробинник, журналист, публицист, диссидент с России, был с нами на прямой связи. Как действительно отметил Александр Пинхосович, сын лидера Северного альянса Ахмад-Шах Масуда, известного как Панжерский лев, убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану. Обращение Ахмад Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание. Давайте послушаем, о чем он говорит. Я успадкував від свого батька його боротьбу за свободу афганців. Цей бій тепер мій. Ми ніколи не здамося. Наші бійці, старі й молоді моджахеди тут в Панджшері знову взялися за зброю. Приєднуйтесь до нас. Ми разом напишемо нову сторінку в історії Афганістану. Це буде нова глава у вічному опорі пригноблених тиранією. А тем временем рейтинг президента США Джозефа Байдена упал до 46% после захвата талибами Афганистана. Такие результаты совместного опроса Reuters, проведенного 16 августа по итогам минувшей недели, были опубликованы на средствах массовой информации. Уровень поддержки Байдена самый низкий за время его президентства, говорится в цитате. Давайте ее послушаем. Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель назвал захват боевиками Талибана власти в Афганистане самым важным геополитическим событием с момента аннексии Крыма. Давайте послушаем Жозефа Борреля. Це найважливіша геополітична подія з часів анексії Криму Росією у 2014 році. С нами сейчас на прямой связи Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Володимире, вітаємо вас. Сілям алейкум. Вітаю вас. Доброго вечора. Да. Пане Володимире, относительно ситуации в Афганистане, как вы думаете, вывод американских войск с Афганистана – это прямой результат того, что сегодня происходит? Или же эти процессы, вне зависимости от вывода войск, были неизбежными? Насколько я понимаю, и судя по оценкам различных экспертов, причем зарубежных экспертов, специалистов по проблеме, мало кто ожидал, что вот предыдущее правительство Афганистана, президента Гани, что оно продержится долго. Вот я читал такие прогнозы еще вот до событий, которые произошли в последние дни, что это предыдущее правительство могло продержаться от полугода до 2 лет. Были надежды на то, что мог быть некий компромиссный вариант, то есть создание некого коалиционного правительства, некий переходной период. Но все эти прогнозы не оправдались. Вот главный шок для США и западных стран заключается именно в том, что предыдущее правительство пало буквально за несколько дней, чуть больше, нежели за неделю. Конечно, это связано с выводом американских войск, но это готовилось давно. Решение об этом принято было еще при президенте Трампе. И даже отложили вывод войск. При Трампе планировалось, что в мае их выведут, вывели их вот до конца июля. Ну а дальше вот началась вот эта цепная реакция. К великому сожалению, это урок на будущее. Перефразируя классика предыдущей политической эпохи, советской эпохи,
всякая революция чего-либо стоит, когда она умеет себя защищать. Вот, к сожалению, в Афганистане та власть не смогла защищать себя. И, кстати, это вот очень важный аргумент для Украины в общении с западными партнерами. Мы должны показывать, напоминать, подчеркивать, что как раз Украина, во-первых, умела бороться сама за свою свободу и умела себя защищать. Да, были ошибки, связанные с потерей Крыма, когда не боролись, а вот затем уже начали защищать и показывать, что мы умеем защищать и свою страну, и свою государственность. То есть вывод мы должны сделать такой, что Соединенные Штаты Америки ценят настоящих, надежных и сильных союзников и помогают только сильным, которые сами готовы себя защищать, так? Совершенно верно. Но об этом надо говорить. Об этом надо напоминать, это надо подчеркивать. Просто так сейчас это не пройдет. То есть на автомате к такому выводу в Вашингтоне или в Брюсселе не придут. Они сейчас в шоке. Это эмоциональное потрясение. Я думаю, что для Соединенных Штатов это наибольшее эмоциональное потрясение после поражения в войне во Вьетнаме. Меньшее, конечно, по масштабам и последствиям, но все равно достаточно серьезное. И они должны сделать правильные выводы. И мы должны очень мягко, корректно показывать контраст, что да, у нас есть немало проблем, да, у нас есть коррупция, но коррупция, которая была у нас и остается, к сожалению, еще, она нам не мешает все-таки бороться и защищаться. И вот в этом тоже главный контраст с Афганистаном. И это, кстати, тоже урок с точки зрения эффективности американской помощи. Потому что нам Соединенные Штаты давали, в том числе на укрепление обороноспособности, в сотни раз, даже не в десятки, в сотни раз меньше, чем Афганистану. И мы защищались, по сути, без особой поддержки, в том числе и американской. Джавелины дали с опозданием, когда уже активная фаза боевых действий закончилась. По Крыму никаких серьезных действий со стороны Соединенных Штатов не было. Поэтому Украина фактически защищалась сама. Помощь со стороны Запада была минимальной. И мы об этом должны мягко, корректно, но напоминать. И показывать, что западная помощь тем странам, которые находятся вот в сложной ситуации, вынуждены себя защищать, она должна быть более эффективной. И нужно учитывать именно фактор самостоятельной способности защищать себя. Пане Володимире, и еще вот такой вопрос. Если посмотреть на вывод американских войск с Афганистана с другой стороны и предположить, что сейчас разыграна такая очередная шахматная партия в геополитике, и таким образом Соединенные Штаты Америки создали мегапроблему для России и Китая и подняли тем самым ставки. Вот вы согласны? Есть ли жизнь в таких размышлениях? Вы видите на моем лице ироничную улыбку. Да. Я читал эту версию, кстати, в российских СМИ. Ну, это одна из версий. В российских СМИ очень много разных версий. Кто-то злорадствует над американцами. Кстати, наши пророссийские СМИ тоже злорадствуют вот над поражением Соединенных Штатов. Хотя не забывают, Соединенные Штаты наступили на те же грабли, что и Советский Союз. Просто Советский Союз воевал 10 лет, а Соединенные Штаты там застряли на 20 лет и потратили гораздо больше Советского Союза. Но это так, для сравнения. Но другая версия, что вот, мол, конспирологическая, это, мол, американцы специально так сделали. На самом деле, вот, тут нет какой-то проблемы для Китая. Китай очень мягко имеет контакты с талибами. Россия пытается вступать в контакт с талибами, но у россиян, я напомню, Талибан считается запрещенной организацией. Да. И любое российское СМИ должно это упоминать. Любое упоминание о Талибане должно сопровождаться. Это запрещенная в России организация. Поэтому там не все так просто. И, конечно, для России это тоже будет вызов. Но я абсолютно не верю вот в эту конспирологическую версию, что это такая хитрая задумка Соединенных Штатов. Ничего подобного. Любой дипломат, который знаком с ситуацией, вам скажет, американцы сейчас в сильнейшем эмоциональном шоке. И Байден, и вот Меркель недавно, руководство Евросоюза, они вынуждены были признать, политика и Соединенных Штатов, и Запада в Афганистане
вот все последние 15-20 лет, к сожалению, была большой ошибкой. И вот из этого надо сделать правильные выводы на будущее. А как теперь, на ваш взгляд, будет складываться международное признание власти Афганистана, вот того нового государства, которое они создали, ну, называется, если не ошибаюсь, Исламский Эмират Афганистан? Ну, еще одно исламское государство появляется в Азии, в районе Центрального Востока. И регион сам по себе всегда был сложный, и сейчас ситуация будет тоже непростой. Есть риск экспансии религиозного экстремизма в Центральную Азию. Поэтому вот все зависит от того, какой будет ситуация внутри Афганистана, будет ли повторение тех эксцессов, которые были в период первого прихода талибов к власти, вот в 90-е годы, когда и памятники культуры разрушались, и были очень жесткие консервативные правила, ограничения, то есть страна вернулась в Средневековье. Если режим будет относительно умеренный, вот я это так аккуратно говорю, относительно умеренный, если не будет каких-то массовых репрессий, каких-то диких нарушений прав людей, включая массовое убийство, то тогда будут осторожно признавать этот режим, с ним придется иметь дело. Более того, вот я отмечу, уже сейчас вольно или невольно, но приходится с талибами договариваться, дипломатам разных стран. Например, вот надо эвакуировать сейчас и дипломатов, журналистов, специалистов, которые работали в Афганистане, плюс часть афганцев, которые хотят выехать и которые боятся репрессий, которые боятся там оставаться. Об этом надо договариваться и с талибами. Надо создавать гуманитарные коридоры для вывода и вывоза людей из определенных регионов Афганистана. Есть, кстати, риск гражданской войны. Такие тоже проблемы были в Афганистане в 90-е, в начале 2000-х годов. Поэтому придется с талибами иметь дело, но все будет зависеть от того, насколько умеренной будет их внутренняя и внешняя политика. На фоне Пока сказать точно ничего нельзя. Да, и по этой теме последний вопрос. На фоне этих событий, на фоне событий в Афганистане, вчера в нашем эфире политический аналитик из США Рамис Юнус сказал, что Соединенные Штаты Америки уже не гегемон в мире, уже не мировой лидер, и они уже не представители мирового жандарма. Это слишком радикальное утверждение? Или... Ну, они не были представителем мирового жандарма. Они сами играли роль международного жандарма, но играли ее когда? В 90-е, начале 2000-х годов. Ну и я не говорю уже про период Холодной войны. Там было противостояние с Советским Союзом. Ну вот в 90-е годы и начало 2000-х годов, да, Соединенные Штаты набрали на себя роль такого мирового полицейского. Это, наверное, более корректно. Жандармы — это такое царское понятие, старорежимное российское. А вот они играли роль международного полицейского, мирового полицейского. Две операции в Ираке против Саддама Хусейна. Потом вот операция в Афганистане, это все было подтверждение этой роли. Но начиная с Барака Обамы, Соединенные Штаты сами стали отказываться от этой роли. А Трамп вообще стал проповедовать политику изоляционизма. Он считал, что надо сосредоточиться на внутренних проблемах. Байден, по сути, продолжил вот те решения, которые были приняты вот по выводу из Афганистана американских войск, которые были приняты еще при Трампе, а впервые появились еще даже при Обаме. Так что это не сейчас началось. Началось гораздо раньше. Это продолжается уже как минимум около 10 лет, эта тенденция. И, скорее всего, хотя Байден и провозгласил, что Соединенные Штаты вернутся, ну, имеется в виду к более активной роли в международных отношениях, в полной мере они эту роль вряд ли смогут выполнять, особенно учитывая вот этот афганский эффект. Им придется действовать консолидированно с Западом, придется думать, каким образом поддерживать международный порядок вот после всего того, что сейчас произошло в Афганистане. В Соединенные Штаты Америки 30 августа с рабочим визитом летит президент Украины Зеленский. Он там должен провести переговоры с Джозефом Байденом. Пане Володимире, какие ваши ожидания от этого визита? Сможем ли мы увидеть какие-то конкретные договоренности, какие-то соглашения, что не менее важно, гарантии по Северному потоку-2? Что касается гарантий по Северному потоку, забудьте. Да.
Понимаете, то, что есть вот эта декларация Соединенных Штатов и Германии, это не гарантии. Это как Будапештский меморандум. Это обещания, которые еще надо каким-то образом реализовать на практике. А реализовать их можно только через переговоры с Россией, в которых должна участвовать и Украина. Пока этого нет. И думаю, что украинская сторона должна постоянно напоминать и Вашингтону, и Берлину о том, что то, что они пообещали, они должны реализовать на практике. Поэтому эта тема не будет главной. Ее будут обсуждать, о ней будет говорить Зеленский, но главные будут другие темы. Двусторонние отношения с Соединенными Штатами и вопрос об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Насколько я наслышан, готовится подписание двустороннего соглашения о военном сотрудничестве. Это будет рамочное соглашение, но, тем не менее, это важный шаг вперед, потому что подобных соглашений у нас с Соединенными Штатами не было. И если удастся его подписать, а шансы на это достаточно высокие, то это будет очень серьезный шаг вперед. Конечно, это не означает, что Соединенные Штаты будут воевать в Украине против России. На это тоже не стоит надеяться, тут не надо быть каким-то идеалистом. Но Соединенные Штаты могут более системно оказывать нам военную помощь в рамках вот такого соглашения. И мы его можем использовать как инструмент для планирования системной поддержки Украины. И, скорее всего, будет некий совместный политический документ по итогам этого визита. Плюс встречи не только с руководством Соединенных Штатов, но и с влиятельными представителями американской общественности. Я думаю, что этот визит будет очень важен для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. А могут ли быть какие-то прорывы по кейсу Донбасса? Потому что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, после визита с Ермаком в Соединенные Штаты Америки по прибытию сюда говорил о том, что будет непосредственно обсуждаться вопрос безопасности, вопрос оккупированных территорий, в частности Донбасса. Вот как вы думаете, в этом вопросе будет какой-то прорыв? Возможно, будет ли восстановлен формат Волкер-Сурков или, возможно, привлечение США к нормандскому формату? Но это надо обсуждать не только между Украиной и Соединенными Штатами, это надо обсуждать с Россией. Вот, что касается присоединения Соединенных Штатов к нормандскому формату. Вот если бы нечто подобное прозвучало после встречи Меркель и Байдена, вот тогда да, тогда можно было бы говорить, что да, американцы хотят присоединиться к нормандскому формату. Пока я такого желания не вижу. Что касается возобновления отдельного канала переговоров между США и Россией, возможно, я этого не исключаю. Сейчас идут рабочие консультации по линии Госдепартамент США и МИД России. Там по целому ряду вопросов. Это и кибератаки, и вопросы безопасности, там, обеспечение нормальных работы дипломатических учреждений двух стран. Все это обсуждается. Может быть, этот канал будет восстановлен. Посмотрим. Но вот тут как раз опять об Афганистане вспомню. Мне кажется, сейчас американцы не пойдут на принятие каких-то кардинальных новых решений, в том числе и по Донбассу. Тем более их надо принимать только с Россией. Да, потому что они будут отходить от афганского синдрома. Вот какое-то время они будут действовать очень и очень осторожно. И в этом плане вот как раз мы можем использовать визит Зеленского в США в это время. Он может быть хорошим поводом для Байдена показать, что не все так плохо, что не все пропало. Потому что сейчас Байден под очень резкой критикой Соединенных Штатов после всего, что произошло в Афганистане. А тут на примере Украины можно показать, что у Соединенных Штатов есть надежные союзники и есть позитивные кейсы, позитивные примеры, а не только вот такие, какие случились в Афганистане. Также канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, как сообщают средства массовой информации, то есть 20 августа должна встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. И там говорят, что среди тем встречи будет
Украина и Афганистан. И 22 августа она уже приедет в Украину. В пресс-службе канцлера Германии сообщают о том, что это будут однодневные визиты. Не странно ли, что сразу после визита в Москву канцлер Германии приезжает в Украину, и снова вопрос Украины будет обсуждаться в Москве без Украины? Подождите, но вопрос Донбасса и России будет обсуждаться в Киеве без России. Вот встречная оценка. Вас это не смущает? Меня нет. Но мы сторона, на которую напали. Мы сторона, которая... Правильно, а Россия сторона конфликта. Поэтому то, что происходит, это в дипломатии называется челночная дипломатия. Канцлер ФРГ едет, вот так Киссинджер действовал в 70-е годы, когда появился этот термин. Он ездил то в Израиль, то в столицы арабских государств и согласовывал компромиссные варианты. Так и здесь. Меркель едет сначала в Россию и обсуждать будет, насколько я понимаю, тему начала переговоров по транзиту российского газа, продолжению транзита российского газа через украинскую территорию. И, конечно, тема возобновления переговоров в нормандском формате. Потом те же самые темы она будет обсуждать в Киеве. И, в принципе, логично. Сначала надо узнать, она знает позицию Зеленского. С Зеленским она же встречалась. И Зеленский озвучивал украинские интересы по двум этим темам. И Меркель сама пообещала вот в совместной декларации с Байденом, что они будут поддерживать продолжение транзита российского газа через Украину. Вот это надо обсудить сначала с Путиным, узнать его реакцию, его позицию. Может быть, там удастся о чем-то договориться. После этого она должна это согласовать с Зеленским. Это абсолютно нормальная переговорная практика. Более того, правильная практика в условиях, когда Россия саботирует нормальный переговорный процесс в нормандском формате. И когда Россия ставит ультиматумы по поводу встречи Зеленского и Путина. Так что Меркель, может быть, в последний раз будет исполнять роль посредника. Я вам скажу откровенно, я никаких прорывов от этих визитов не жду. Я знаю оценки некоторых дипломатов европейских. Они это называют не без иронии прощальная гастроль, прощальное турне Ангелы Меркель. Поэтому о каких-то договоренностях серьезных придется говорить, когда в Германии появится новый канцлер. Существует такая конспирологическая теория у нас в стране, что якобы Ангела Меркель во время визита в Украину и переговоров с Зеленским будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Ну, она об этом уже заявляла. Тут никакой конспирологии. Она озвучила эту идею еще, когда Зеленский был в Берлине. Но Зеленский совершенно справедливо в ответ напоминает. Для начала надо прекратить стрелять на Донбассе. Надо прекратить огонь. Надо возобновить устойчивое перемирие. Не может быть мирный процесс на основе односторонних уступок Украины. Та сторона тоже должна идти навстречу. И ее задача прекратить огонь. Поэтому Меркель может озвучивать все, что угодно. Но для того, чтобы договариваться, нужно конфликтующим сторонам идти навстречу. Еще раз подчеркну, все же прекрасно понимают, Меркель уходит. Поэтому какие-либо серьезные договоренности могут быть только уже с ее преемником. Она в лучшем случае может помочь, если Путин согласится, конечно же, быстрейшему началу переговоров о продолжении транзита российского газа. Но эти переговоры наверняка будут достаточно долгими и сложными. Там быстрого результата не будет. А во-вторых, может попытаться договориться о том, чтобы состоялось, может быть, тоже для нее прощальный саммит лидеров стран нормандского формата. Но это зависит от Путина. Удастся ей Путин убедить или нет. Зеленский давно эту идею поддерживает. Поэтому я пока очень сдержанно оцениваю перспективы этого визита. Никаких прорывов, никаких кардинальных решений от этих визитов Меркель в Москву и в Киев, ну или там в Сочи, куда она поедет, я не ожидаю. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсагом, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Фасенко був з нами на прямому зв'язку. Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень.
Мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заманы» на украинском языке. Не пропустите. Сайгылар Хадашлар, АТР телеканалының yayınында заман информацион программасына сейретмеге унутмаңыз. Менесе сізлеріне Аллах хисмет ете. Ярын бұл студияда соңки хаберлер, актуалия, дителер, леселя, млайджам, АТР или олыңыз. Көршкенже.